Друзья, приветствую вас на своем канале Словения с Хельга Вайт. Сегодня мы продолжаем обсуждать с вами новости уходящей недели. В эти выходные абсолютно вся Словения отмечает праздник под названием Мартинование. Это праздник молодого вина и урожая. Прошло 2 года без массовых мероприятий из-за пандемии. И сейчас, наконец, виноделы и любители вина вновь будут отмечать в выходные свой самый большой праздник – День Мартина. Во всех частях Словении отмечают праздник Святого Мартина, организуя различные мероприятия. Его будут отмечать от Поморья до Истрии. В столице Словении, в Любляне, в эту субботу вновь прошел люблянский винный маршрут. На улицах и площадях Старой Любляны можно было продегустировать более 450 различных образцов вин. Наверняка никто не преуспел попробовать абсолютно все эти вина. Обычно в эти дни, помимо того, что дегустируют вино, также запекают гуся или утку. Конечно, бывает, что ее начиняют яблоками, но чаще всего ее начиняют кислой капустой. Я сама пару лет назад готовила такую утку, выкладывала пост в Инстаграме. Сегодня мы тоже этот праздник будем отмечать дома, будем запекать утку и ждать гостей. В эти дни очень сложно забронировать какой-либо столик в ресторане, потому что все занято. И если вы хотите отметить этот день в ресторане, то нужно позаботиться об этом заранее. Но не стоит садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Время вокруг праздника Мартинования одно из самых проблемных времен. В дни, когда грядут торжества, полиция предупреждает, что алкоголь остается одним из главных факторов риска возникновения дорожно-транспортных происшествий. Из-за воздействия алкоголя даже при концентрации 0,5 промилле вероятность совершения ДТП удваивается, а при 1,1 промилле алкоголя возрастает в 8 раз по сравнению с трезвым водителем. В рамках кампании «Словения Пиха 0.0» полиция по всей стране проверяет, управляют ли водители в состоянии алкогольного опьянения. В выходные, когда отмечают, кстати, День Мартина, контроль за психофизическим состоянием гонщиков будет еще более ужесточен. Проблему нехватки семейных врачей в Любляне попытаются решить за счет найма иностранных врачей и предоставления стипендий студентам-медикам. Пациенты жалуются на отсутствие доступа к врачам, доступа к рецептам и направлениям, а также на то, что их пытаются перенаправить в частные клиники. Люди считают, что это полный сбой системы и призывают власти решить эту проблему. В течение нескольких лет руководство поликлиник Любляны пытается набрать дополнительных врачей различными способами, в том числе путем поиска врачей за границей. Интересно, что пока удалось нанять только одну женщину-иностранку терапевтом. Помимо нее в ближайшее время хотят нанять еще 6 врачей-иностранцев. Но, как я рассказывала в одном из своих предыдущих роликов, очень сложно врачам-иностранцам сдать экзамены на словенский язык, и это все более усложняет их трудоустройство. Муниципалитет вместе с поликлиниками Любляны также ищут решения в направлении предоставления врачам квартир. По данным муниципалитета, в Любляне требуется сейчас 15 семейных врачей. И, как написано в новостях, обнадеживает, что есть студенты последнего курса медицинского университета. Но не знаю на самом деле, кого это обнадеживает: руководителей, чтобы закрыть места молодыми врачами, или пациентов. Навряд ли пациентов может обнадеживать, что в поликлинику придет абсолютно молодой врач, у которого нет совершенно
совершенно никакого опыта. Кадровый кризис в медицинских центрах по всей стране усиливается еще и потому, что Министерство здравоохранения не назначало молодым врачам достойную заработную плату, и они искали работу в платных клиниках или в соседних странах с более высокой оплатой труда и готовых взять на работу медиков-иностранцев. И это только часть проблемы в медицине. Система здравоохранения давно нуждается в реформах. На следующей неделе назначена встреча министра здравоохранения, мэра Любляны, директора поликлиник и руководства системы медицинского страхования. Все ждут этой встречи и надеются, что это будет уже существенный шаг в начале реформ. Без расширения кольцевой автомагистрали Любляны последует коллапс. Славянские дороги больше не выдерживают натиска большого количества транспортных средств. Наиболее важным транспортным узлом в стране является Люблянский транспортный узел с пандусами, который представляет собой пересечение международных коридоров. Прогнозы показывают рост трафика как грузового, так и пассажирского. Люблянское кольцо само по себе не представляет проблемы, так как сеть автомагистралей правильно спланирована и обеспечивает хорошую доступность для жителей Любляны в целом. Проблема заключается в неадекватности других транспортных систем – автобусного и железнодорожного транспорта. Из-за больших потерь времени и плохой доступности поезд не конкурентоспособен. Поэтому проблема кольцевой автомагистрали в том, что она представляет собой почти единственную альтернативу для подавляющего большинства жителей. И действительно, если вы поедете на машине до Славянского моря, например, до города Порторожа или Капрата, у вас это примерно займет около часа езды. А если вы захотите поехать на автобусе или на поезде, то время будет значительно дольше. До 3 часов можно добираться на поезде. И поэтому сейчас хотят реформировать наряду с расширением автомобильных дорог, также планируют модернизировать железнодорожный транспорт, чтобы он был более мобильным. Интересно, что сейчас кольцевая дорога Любляны и ее ответвления обеспечивают более 179 тысяч автомобильных поездок в день. Но, по моему мнению, транспортная система Любляны и Словении выстроена просто идеальным образом. Автобусы ходят как часы, и в помощь на остановках установлены информационные табло, на которых постоянно обновляется информация, и вы видите, через сколько должен подойти ваш автобус. И можете выбрать либо ждать автобуса, либо просто пойти пешком. Потому что, действительно, потому что расстояния очень маленькие. И чем ехать одну остановку на автобусе можно. Последняя новость, которая меня заинтересовала: продается целая испанская деревня, состоящая из 44 домов, отеля, школы, бассейна, церкви, всего за 260 тысяч евро. Деревня продается без жителей. Эта живописная деревня находится на северо-западе Испании, в 3 часах езды от Мадрида на границе с Португалией. Владеет этой деревней 80-летний господин. Он мечтал сделать из деревни туристическое место, но финансовый кризис ему помешал в осуществлении этих планов. Наверное, не только, возможно, финансовый кризис, но все-таки и преклонный возраст мог стать тоже помехой. Кстати, интересно, куда делись все жители этой деревни? Возможно, он выкупил когда-то эту деревню, а всех жителей расселил. Эта реклама уже вызвала интерес мировой общественности. Инвестиции, направленные на то, чтобы сделать деревню прибыльной, ориентировочно оцениваются в 2 миллиона евро. Публикация за неделю собрала 50 тысяч просмотров.
Заинтересованность в покупке уже выразили 300 человек, включая предложения из России, Франции, Бельгии, Великобритании. И поговаривают, что потенциальный покупатель уже внес залог. Друзья, на этом мои новости для вас заканчиваются. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и до новых встреч. Пока-пока. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life